В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко об основных темах этого дня. В России стартовали выборы президента. Впервые они пройдут на протяжении 3 дней с 15 по 17 марта. Житель Нерюнгринского района награжден орденом мужества. Участник спецоперации отмечен за смелые и решительные действия. Творческий вечер в честь юбилея именитого Алан-Хасута. 75 лет исполняется Валентину Исакову. Блеснуть мастерством и продемонстрировать высокий уровень владения навыками. В Якутске проводится первый республиканский конкурс среди ремесленников. Встреча весны и народные гулянья. В Якутске запланированы мероприятия, посвященные Масленице. Определить судьбу страны на многие годы вперед. Глава Якутии проголосовал в первый день выборов президента Российской Федерации. По его словам, принимать участие в выборах необходимо, так как каждый гражданин страны выражает свое отношение к действующей политике, а также влияет на развитие и республики, и государства. Отмечу, глава региона проголосовал на избирательном участке номер 779, который расположен в здании школы номер 33 в Якутске. Выборы президента страны – это главные выборы нашей страны, и они, конечно, определяют судьбу нашей страны на многие годы вперед. И, конечно, вот в сегодняшней ситуации я считаю, что обязательно нужно проголосовать, показать свое отношение к действующей политике, проголосовать за сильную, развивающуюся, стабильно идущую вперед и Республику Саха-Якутия, и нашу великую страну Российскую Федерацию. Якутия выбирает будущее. В республике завершился первый день голосования на выборах президента России. По последним данным, явка первого дня превысила 41%. Это более 260 тысяч избирателей. С некоторыми из них на избирательных участках пообщался мой коллега Петр Васильев. Спасибо. Вы проголосовали. Голосование на выборах всегда немного волнительный и очень ответственный момент. Вдвойне таковым он становится, если голосуешь впервые. Сегодня свой первый важный выбор в жизни сделал 11-классник Эрхан Чехардун. Он признается, что это интересный опыт и, самое главное, возможность стать частью политической жизни страны. Безусловно, как каждый, кто голосует, я надеюсь на все самое лучшее для своего государства, для своей родины. И поэтому я понимаю, что каждый голос важен, что каждый голос – это собственный вес в большой и необъятной России. И я к этому пришел очень ответственно, анализировал все «за», все «против» и сделал свой выбор. Особое место отвели золотым избирателям. Фёкле Егоровой 97 лет. Она родила и воспитала 10 детей, работала учителем математики и физики. Как признается сама Фёкла Егорова, она всегда с нетерпением ждет выборов, так как раньше занималась их организацией. Теперь для нее день выборов – самый настоящий праздник. Дорогие якутяне, сегодня выборы президента России. Я уже голосовала, и вас всех призываю голосовать как один человек. Но любой праздник, как известно, дело семейное. А вот и на выборы приходят семьями. Яркий пример – Васильевы, которые проголосовали на одном из участков столицы республики. Как рассказал глава семейства, детей они взяли с собой, чтобы с малых лет привить чувство ответственности и необходимости участия в выборах. Каждая семья, любая семья должна быть ответственна за страну, за светлое будущее своих детей. Мы считаем своим долгом участвовать в выборах. Должны выбрать достойных людей, лидеров, чтобы наша жизнь была еще благополучнее. Ну а первый день выборов в Амгинском районе отличился необычным флешмобом. Избиратели приходили на участки в национальных костюмах. Мы направили призыв нашим землякам
чтобы все пришли на выборы в национальных костюмах. И сегодня отрадно видеть, что все приняли наш призыв, и все приходят с таким настроением, и все в национальных костюмах. Избирательные участки все 3 дня голосования 15, 16 и 17 марта будут работать с 8 утра до 8 вечера. Всего подобных участков по всей республике 811. Поэтому каждый якутянин может подойти в любой удобный избирательный участок, воспользоваться своим избирательным правом и отдать голос за будущее большой страны. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. В первый день голосования на выборах мирнинцы образовали очереди на участках. В 8 утра для голосования в Мирнинском районе заработали 33 участка. Как прошел первый день голосования в алмазной столице, смотрите далее. В первый день голосования в городе Мирный было очень многолюдно. Такого ажиотажа на участках Мирного не наблюдалось давно. Чтобы попасть в зал для голосования, некоторым пришлось отстоять серьезную очередь. Это гражданская позиция каждого человека, россиянина, я так считаю. Каждый вот как-то должен повлиять на свою жизнь, а не отсиживаться. Потому что нам нужна победа. Гражданский долг каждого человека проголосовать за будущее России. Голосуйте. Всего в Мирнинском районе дни голосования будут работать 33 избирательных участка, из которых один временный на Среднебатовинском месторождении. У нас на сегодня 52 513 избирателей. Из них досрочным голосованием охвачено 1393. На досрочное голосование у нас выезжало 5 комиссий. Были охвачены как вахтовые работники, так и работники гидрологических постов. Блюдами разных народов угощали мирнинцев в первый день голосования. Сегодня во всех избирательных участках алмазной столицы общественное движение «Мирнинская ассамблея народов» организовало фестиваль национальной кухни «Вкусный, дружный, мирный». Сегодня действительно для всех нас очень значимый знаменательный день. Сегодня день выборов президента России. И с 15 по 17 числа Ассамблея народов у нас 22 общины в городе Мирном, да, и будут угощать наших избирателей своими национальными блюдами. Параллельно с выборами президента Российской Федерации на участках идет голосование за благоустройство города в рамках программы формирования комфортной городской среды. Таким образом, каждый пришедший житель алмазной столицы смог проголосовать за тот или иной проект, который участвует в голосовании. Анна Васильева, Мирный. Постояльцы Ленского дома-интерната для престарелых тоже приняли участие в голосовании. Они всегда в числе первых избирателей. Участковая комиссия сегодня выехала в учреждение, с ними поехала и наша съемочная группа. Пятница в доме-интернате для престарелых выдалась оживленной. С самого утра постояльцы ждали членов избирательной комиссии на диванчиках в холле, держа в руках документ, удостоверяющий личность. Наши проживающие с удовольствием это делают, изъявляют свою волеизъявление. Все в полном составе всегда голосуют, даже те, кто маломобильные. Они все равно хотят все проголосовать и проявить свою гражданскую позицию. Голосование проводилось в столовой интерната. Около входа образовалась очередь. Заполнить необходимые документы помогали избирателям сотрудники учреждения. Ну а галочки, конечно же, каждый ставил сам. Многие не раздумывали, делали свой выбор уверенно. Георгий Слепченко проголосовал одним из первых. Хорошо, что к нам еще приезжать предвыборную кампанию, чтобы мы могли на месте проголосовать, на месте, которым невозможно было поехать на выборы, на участке. Тут удобнее, все на месте проголосовали. Все довольны, настроение все отдали. Сегодня в доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 30 человек. И все они выполнили свой гражданский долг. Несмотря на то, что многие колясочники и передвигаются с трудом. Вот даже эта бабуля, ей 96 лет. Она самостоятельно прочла и подписала заявление, а после поставила галочку в бюллетене. Члены избирательной комиссии рассказали, что постояльцы дома-интерната всегда активно голосуют на выборах. Активно очень голосуют. Персонал помогает им оформлять документы. Очень много людей, которые не могут передвигаться, но тем не менее они обязательно отдают свой голос. Пожилые люди, проживающие в интернате, восприняли происходящее как праздник, который после голосования не закончился. Администрация учреждения организовала для них развлекательную программу и чаепитие. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Ну а ровно в 20 часов по местному времени в регионах России закрываются избирательные участки, а значит и первые урны для голосования опечатали сразу же после закрытия. Так как голосование длится не один день, а с пятницы по воскресенье, то и ящики опечатываются каждый день после завершения работы участков. Что происходит после закрытия, расскажет Вероника Таюрская, которая находится на прямой связи со студией. Приветствую тебя, Вероника. Что же такого таинственного происходит после завершения работы? Приветствую, Надежда. Действительно, после закрытия избирательных участков происходит, скажем так, таинство. На самом деле, после закрытия избирательных участков происходит оглашение результатов первого дня председателем комиссии о количестве проголосовавших избирателей, после чего идет сбор журналов от членов комиссии. После чего происходит непосредственно выемка бюллетеней. Подробнее об этом расскажет Руслан Карбаканов, председатель участковой избирательной комиссии 812. Руслан Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Можете, пожалуйста, нам рассказать, что же происходит такого таинственного после закрытия участков? После 20:00 начинается оглашение результата дня, то есть сколько количество избирателей к нам пришли и проголосовали так. И после чего мы, когда закрываемся, начинаем выемку бюллетеней из стационарного ящика для дальнейшего передачи, сохранения сейф-пакет, но без подсчета, но с сохранением таинства. Вот вы увидите, что члены УИК аккуратно стараются сохранность бюллетеней, но, как говорится, закрывать, чтобы тайное голосование оставалось при этом. После чего, когда сейчас мы закончим, будем влаживать сейф-пакеты. Сейф-пакеты, когда все аккуратно опломбируем, присутствие наблюдателей, когда все документально оформим, актируем, переложим в сейф, и только 17-го вечером мы вынесем сейф-пакет, скроем и для уже подсчета голосования в течение 3 дней, которые были. Спасибо. Надежда. Слушай, Вероника, избирательные участки работали с 8 утра до 8 вечера, времени много, а вот были ли необычные избиратели, например, в национальных одеждах? Нам точно известно, что в Мирнинском районе молодожены Удачного сразу после росписи в ЗАГСе пришли исполнить свой гражданский долг. Да, действительно, люди приходят голосовать сразу и после ЗАГСа. Такой случай был и у нас в Якутске. И он был, не поверишь, на этом самом участке. Кроме этого, люди приходят голосовать и в национальной одежде, в национальных украшениях, и, конечно же, в своих национальных уборах. На этом у меня, собственно, все, Надежда. Да, как говорится, кто на что горазд. Спасибо, Вероника. Самое главное, чтобы выборы прошли открыто, честно и легитимно. Напомню, с нами на связи была моя коллега Вероника Таюрская, а мы продолжаем. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк в торжественной обстановке вручил герою СВО орден мужества. Агаев Джаваншир Аргази Аглы ушел добровольцем на фронт, где самоотверженно, рискуя жизнью в составе подразделения морской пехоты на Угледарско-Донецком направлении, выполнял боевые задачи. Орден мужества присваивается за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за смелые и решительные действия с риском для жизни, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Именно за эти качества глава государства отметил нерюнгринского бойца. Джаваншир наш, он и так активный был земляк наш, да, вот он и это еще раз доказал на деле. Он поехал сам добровольно на СВО и там героически воевал. Он был ранен, он попал в окружение, насколько я знаю, да, и оттуда он выбрался, прямо из-за, я бы сказал, очень там, с его рассказов, там вообще живых, очень сложно было положение.
Поэтому мы гордимся нашим Джаванширом, что он такой подвиг совершил. Он и сейчас активный, он всегда был активный и в делах диаспоры. Поэтому такие, как Джаваншир, нашу Россию делают могучим, многонациональным и непобедимым. Трубку «Майская» готовят к добыче алмазов. Перед вводом в эксплуатацию на месторождении идут горно-капитальные работы. По плану их завершат в конце этого года. Круглосуточно большегрузная техника вывозит горную массу. На трубке в Накыне работают десятки специалистов и единиц техники. Вскрышные горно-капитальные работы на месторождении начались в 2020 году. За все время подготовки вывезут 12 миллионов кубов горной массы. Горнокапитальные работы ведутся у нас 24 часа в сутки, по 12 часов смена. Вывозится за смену порядка 16 тысяч кубов. В сутки получается около 30-32. В честь 75-летия Валентина Исакова артисты театра «Аланхо» провели в зале Саха академического театра творческий вечер. В рамках мероприятия народного певца Ялан Хасута поздравили и наградили грамотой главы республики. Сам же творческий вечер включал в себя выступления молодых и талантливых венкийских и якутских артистов. Они вместе с песнями в выполнении Валентина Исакова исполняли народные танцы и песни. Кроме того, был представлен отрывок из венкийского эпоса «Нимгакан». С 2012 года я работаю артистом театра «Аланхо», учил молодых артистов исполнению «Аланхо». И сегодня очень многие наши артисты уже сами исполняют «Аланхо». Некоторые исполняют по 5-6 «Аланхо» полностью. Вот, по 6 часов, по 8 часов. В Якутске проводится первый республиканский конкурс «МАЗ Устарынтуюга». 20 талантливых мастеров, резчиков по дереву из 10 районов республики на конкурсе изготавливают уникальные работы. Каждый мастер в течение 2 дней должен изготовить изделие, а также продемонстрировать высокий уровень мастерства. Все подробности в сюжете Даяны Федоровой. Якутская скрипка кылыгах-кырым появляется старинным струнным смычковым инструментом. Без преувеличения кыл вносит в мировую музыкальную культуру истинно якутские особенности самобытного звучания. Созданием инструмента на конкурсе заняты несколько участников. В частности, единственная девушка Ксения Шамаева. Для того, чтобы звучала уникальная музыка вместо струн, используют волос конского хвоста или гривы. С 2020 года начала заниматься, так как я фольклорист и работаю в детско-подростковом центре, учу детей. Из-за нехватки инструментов я начала свою деятельность. Каждый из мастеров необычайно талантлив. В рамках конкурса специально для жителей Якутска развернули выставку, где представили изделия ручной работы, в том числе якутский лук. У нас ограничения, нельзя использовать современные материалы, поэтому им приходится очень сложно. Очень много изделий, к сожалению, прямо на конкурсе ломаются. Но лук изготовить — это очень трудоемкая работа, несколько месяцев уходит. В уникальных работах якутских мастеров искусно переплетаются трепетно хранимые исконные традиции предков и современные инновационные подходы. По каждой номинации будет победитель у нас. И приходите, смотрите, дорогие зрители. Очень интересный конкурс, тут и знакомятся друг с другом. Есть молодые мастера, есть уже известные мастера. Помимо высокого уровня мастерства, участники также должны продемонстрировать знание традиционных методов и проявить творчество, оригинальность, добавляя собственные элементы. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск.
А в Национальном художественном музее сегодня открылась персональная выставка под названием «Дорогу осилит идущий». Автором мероприятия является сценограф, живописец и народный художник республики Николай Николаевич Попов. Выставка демонстрирует не только путь Николая Николаевича как художника, но и дает зрителю возможность более глубоко погрузиться в атмосферу творчества через живопись и графику. Сегодня на выставке представлены портреты известных деятелей искусства, культуры и науки. В их числе один из интересных – портрет народного артиста России Антонова в роли святителя Вениаминова. Николай Николаевич сейчас работает главным художником в Русском театре имени Пушкина. Выставка продлится до 14 апреля. Представительница современного искусства, якутская художница Мира Аргунова презентовала свою новую картину «Ленского моста». Творение художницы можно будет посмотреть в креативном кластере «Квартал труда». Картина, написанная маслом, была задумана художником еще 5 лет назад, но теперь стала полным олицетворением настоящей истории. По словам Миры, картина была написана на основе визуализации уже готового проект-плана. Также в «Квартале труда» можно будет посмотреть персональную выставку художницы о картинах, на которых изображена природа не только Якутии, но и Алтая и Непала. И вот как раз я сделала, получается, картину на основе тех визуализаций, которые были в мастер-плане. Поэтому, если этот проект выполнен действительно грамотно, то я думаю, что мост должен выглядеть именно так. И мне самой сейчас интересно, когда он все-таки будет осуществлен, реализован, будет интересно посмотреть, насколько мне удалось точно предвидеть то, как оно будет выглядеть. Мост – это объединение. Мост – это символизирует объединение разных людей, разных обществ, разных стран. Ну, дорога – это всегда развитие. И, конечно, то, что здесь нарисована семья, это главный символ. Россия празднует Масленицу. Восточнославянский праздник отмечается в течение недели перед Великим постом и символизирует проводы зимы. В этом году Масленица выпала с 11 по 17 марта. В Якутске в этот период запланированы масштабные гуляния как на площадях города, так и в его округах. На одной из локаций побывала наш корреспондент Вероника Таюрская. Встреча весны всегда поистине масштабное событие в республике. После долгой и суровой зимы жители Якутска выходят на народные гуляния. Главным символом Масленицы, безусловно, являются блины, изготовление которых является традицией на протяжении многих лет. Именно с Масленицы начинается летоисчисление. Масленица, потом Великий пост, после поста наступает Пасха. И предвещание теплой погоды, предвещание весны, теплой весны, предвещание плодородия именно из старинных веков поныне считается именно вот этот праздник Масленица. Для жителей и гостей города приготовили угощения, провели мастер-классы, конкурсы и выставку-ярмарку. Одним из мастеров, представивших свои работы, стал Игорь Корнилов. Он впервые участвует на ярмарке, но его изделия уже пользуются спросом. Я занимаюсь производством сувениров из дерева. Моя продукция стоят. Я вот на Масленице первый раз участвую. У меня представлено сувениры, дерево, шкатулки, плюшницы, вечные календари, поставки для телефона, доска упаковочная. Всего во время празднования прошло большое количество мероприятий. Это исполнение частушек и соревнования на ловкость и быстроту. Также была проведена выставка эксклюзивных собраний коллекционеров. У нас вот развернута выставка коллекционеров, народных мастеров, художественного творчества. Там есть работы, уникальнейшие работы наших, и сделанные теплыми руками мастериц. Идет концертная игровая программа, концерты и игры, а потом у нас будет конкурс «Чучело Масленицы». Вот вы прекрасно, наверное, если пройдетесь по площади, увидите куколки масленичные. Встреча вот этих вот кукол, да, а потом их сжигают. Празднование широкой Масленицы будет проходить 2 дня и охватит как площади и округа города, так и ледовый парк. Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. К этому часу у меня вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.